Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня пятница, 7 февраля 2025 года. Сегодня с вами в студии я, Зуртан Халтаров. Наш гость Владислав Живица, председатель Смоленского республиканского центра. Здравствуйте. А также представитель Рады З'єдначеної Черкесии Ибрагим Яганов. Приветствую всех. Ну, в общем, что эта неделя нам нынче подарила? Какие вот такие существенные новости произошли, так скажем, в национально-освободительных движениях? Что произошло, например, значит, в Смоленской республике? Какие новости в Черкесии есть, в соседних областях? Ну, в нашем сейчас таком комьюнити, Угу. в деятельности нашего центра пока ничего нового не происходит, все идет своим чередом. Кто-то занимается исследовательской деятельностью, кто-то там привлекает финансы. Вот, поэтому ничего особого. Но что стоит заметить, это присоединяется молодежь, нам присылают какие-то молодые люди в чат-бот, там свои тикток-каналы, там, где они пропагандируют наши идеи. Но это радует. Я, честно говоря, не ожидал, что вот мы запустили какую-то идею в массы, и оно там все пошло где-то по каким-то отдельным соцсетям, какие-то мемы пошли, что-то там происходит, народ... Ну, и народ, что самое интересное, соблюдает информационную гигиену. Я смотрю, что там... Ну, как ты рассматриваешь это противодействие все-таки тому, что там москвичи начали в Смоленске оборотисто все скупать и все прочее, да? Да, выдавливать. То есть местное население, ну, условно говоря, превратилось в колонизируемых. Мы когда вот говорим, да, про национальное, в основном почему-то думают, что Москва колонизировала вот какие-то национальные окраины. Но если почитать историю, откуда московская колонизация пошла, ну, то есть уничтожали это, поначалу-то тренировались на своих же, на тверских, на новгородских, да, на брянских. Да, ну, Смоленск повезло, он долгое время находился в Великом княжестве Литовском. Не сказал бы, что там как это самая колонизация. Ну, и так уже все были русифицированы. Уже сейчас оставались какие-то элиты, которые были там латифундисты, лендлорды, которые занимались сельским хозяйством. Смоленщина традиционно занимается льном. Самые большие добычи льна были в советское время, еще яблоки были, сидр делали, сыры, коровы, пастбища, молоко. А сейчас и видно, что выжимают все, что осталось, и весь этот бизнес выжимают москвичи. У них кормовая база сузилась. Они идут всеми законными и незаконными способами выжимать бизнес, который есть местный, смоленский. Угу. Вот. И констатация факта такова, что в принципе, что сейчас... Ну, народ протестует. Ну, молодежь. Народ как таковой, он аморфный. А вот уже есть подвижки посмотреть на то, что бизнес средний там и более высокого уровня уже начинает бухтеть. А что это тут вдруг, как мы так оказались, что мы же тут это были очень лояльные, все единороссы и за СВО, а что это нас тут двинули? А как же мы же там туда эти самые отправляем на СВО гуманитарку, тут лес, молоко, конфеты. А что это такое? А как нас в своей же стране, собственной, родной, у нас тут просто слышь, иди отсюда. Ну, это как одна журналистка бурятская говорила: бизнес, ничего личного. Да. Но я вот слышал, Ибрагим, что сейчас московский бизнес проявляет повышенный интерес к Абхазии. Не только к Абхазии. Я думаю, это общероссийская тенденция. Сейчас уже отжимают бизнес не только в Абхазии, в Краснодарском крае, особенно в республике Адыгея. Очень много скупается земли под застройки. Была информация, около 150 высотных зданий. Это примерно в каждом доме будет около 90 квартир. Будут застраивать в маленькой территориальной Адыгее. И с Дальнего Востока, Сибири, почему-то именно оттуда идет переселение. До этого было с Луганска и
с Донецкой, вот с этих территорий Украины, которые были оккупированы. Люди получали сертификаты, на которые они могли приобрести даже дома в дальних селах Кабардино-Балкарии. И очень много заселилось. И сейчас вот как раз в Абхазии сегодня приземлился первый борт из Москвы. Это Пассажирский. Пассажирский, да. Если раньше на границе была пробка, там стоял золотой шлагбаум, на котором весь Краснодарский край, ну, точнее элита Краснодарского края, особенно в погонах, зарабатывали на мандаринах, на туристах. Но это создавало пробку и дискомфорт для тех, кто хлопотал о будущем народа, чтобы они чуть-чуть свои силы подправили. Теперь будет авиарейсы, и такого дискомфорта не будет. Соответственно, уже проникновение, как они ее называют, инвесторов или русского, московского бизнеса в Абхазию через эту форточку уже будет более интенсивным. Поэтому посмотрим, ну, буквально через несколько дней в Абхазии в феврале месяце должны быть выборы президента. У меня никаких сомнений нет, что новый президент, кем бы он ни был, сразу же поедет в Москву с челобитной. И то, против чего протестовали в Абхазии, будет реализовано, ну, только под другим соусом. Никаких вариантов здесь быть не может. Если Кремль решил, он своего добьется. Вот та помощь, которую до сих пор Кремль предоставлял так называемой Абхазии, они считают, что они уже за Абхазию расплатились, что это их уже собственность. Поэтому ничего это не поменяется. Немножко, да, в принципе, по большому счету, там была борьба не за то, чтобы, по большому счету, еще раз повторюсь, не за то, чтобы сохранить вот эти позиции, особенно экономические. Вопрос стоял, кто будет продавать эти земли. Ну, Бжания, бывший президент, низложен, он уже не сможет, но, в принципе, он с голоду не умрет. Он уже перебазировался в Москву, там он себе уже неплохое гнездо построил. Теперь придет другой голодранец, которому опять надо будет строить квартиру, покупать машину, особняк, несколько гостиниц, в общем, там прямо на территории. Ну, в общем, посмотрим, как народ Абхазии сможет насытить очередного голодранца. Ну, вот послушай, там же сейчас еще на мировом уровне заявление Трампа ты слышал о том, что чуть ли Трамп не предложил аннексировать Газу, то есть Америка ее аннексирует. Население, значит, собирается куда-то переселить, что-то, построить какие-то, я не знаю, какие-то там дома, я не знаю, как это можно назвать, какие-то, перестроить полностью Газу, видимо, или куда он их собирается делать. Но мне кажется, это вопрос очень серьезный и сложный. Но, с другой стороны, я так понимаю, что разговоры Трампа, которые сейчас он ведет больше в сторону Газы, там, Канады, Гренландии, значит, Панамского канала, это такой отвлекающий маневр. Потому что есть такая странная поговорка в США, если солдат вдруг начинают кормить омарами и стейками, то американская армия готовится к войне. Они просто как бы вот эти запасы, праздничные запасы начинают использовать. И я подозреваю, что у Трампа есть задача, которую сейчас не афиширует, но которую вот прорабатывает в том числе высылкой нелегальных и легальных, в том числе мигрантов из Соединенных Штатов, вот в соседние с Венесуэлой страны. Вот у вас нет ощущения, что Трамп сейчас будет заниматься сбрасыванием режима Мадуры? А как мы знаем, Венесуэла это один из самых крупных обладателей нефти в мире. И раньше она вполне себе хорошо, комфортно жила, продавала там на десятки миллиардов долларов нефть в США. Но вот пришел социалист Уго Чавес и вдруг решил, что слишком дешево они продают. Там начал национализацию и все прочее. В конце концов угробил всю эту нефтегазовую добывающую систему. И в итоге страна впала в глубочайший кризис. Там пришел
его водитель этот Мадуро, не менее отвратный персонаж, который там привел к тому, что чуть ли не 30% населения Венесуэлы вынуждено было эмигрировать, в том числе в США. Как вы думаете, такой вариант возможен, то есть отвлекающий, так скажем, от Украины для того, чтобы начать заварушку, скажем, в Венесуэле? Ну, я обратил внимание, что Трамп периодически сначала говорит, а потом думает. Ну, например, вот 24 часа, в общем, после выборов он заявлял, что остановит войну. В общем, Но мне кажется, это классический политик, потому что, в общем-то, а кто из политиков там? Ну, Путин говорил, что не пойдет на второй срок. Но, в общем, Трамп буйный. Это очень хорошо. Я, честно говоря, люблю буйных. Буйные, они способны на все. Они сначала режут, а потом отмеряют. Но есть категория умников, которые 7 раз отмеряют, а потом думают, как бы чего не вышло, и не режут. Коэффициент полезного действия у этих придурков, точнее, образно выражаясь, он значительно выше, чем у этих умников. Поэтому Трамп, я думаю, что коэффициент полезного действия у Трампа будет значительно больше, чем у этого умника Байдена. А я вот все жду, когда вот этот знаменитый фонд USAID, вот недавно информация просочилась, значит, о том, что вот эти все мировые звезды, да, ну, по большему счету американские, что якобы они ездили за существенное вознаграждение значит, в Украину. Но потом выпустили ролики, и эти ролики, которые сейчас циркулируют и в Твиттере, и в других местах, оказались русскими фейками. То есть создаются как будто бы новостной ролик там и так далее. И поэтому я вот до конца не понимаю, на нас же ведь, на представителей национально-освободительных движений никто из USAID не выходил. Ты не рассматриваешь, что может быть такое изменение несколько? А может быть мы сидим, надо туда в USAID сейчас писать, значит, документы какие, с планом там, значит, что мы будем делать, сколько войск будем вводить, сколько нам денег нужно. Я вот, например, посчитал, что для того, чтобы мне совершить переворот, ну, то есть захватить органы власти в Бурятии, мне нужен $1 миллиард. И примерно 500 бойцов, которых мы натренируем где-нибудь в Венесуэле, в Колумбии, Никарагуа. Я думаю, что такие планы строятся не на оптимизме, не на любви, порядочности, там, не на жалости даже. Эти отношения строятся банально на интересах. Мы можем писать... С миллиарда 300 миллионов готов откатить. Сколько угодно можем писать, жаловаться, обращаться, но до тех, кто может этот вопрос решить, это просто не дойдет. Им никогда. Нам надо попасть в интересы этих сильных мира сего. Если их интересы как раз совпадают с нашими, то вопрос пойдет. Ну, здесь, конечно, интересы все замыкаются на полезных ископаемых, грубо выражаясь. Украина сейчас пытается эту карту разыграть, что они могут расплатиться с Америкой именно полезными ископаемыми, а львиная доля этих ископаемых находится в Луганской и Донецкой области. То есть, чтобы Америка получила эти ресурсы, им надо освободить каким-нибудь образом занятую российской армией территорию. А это они могут легко сделать. Достаточно сейчас хорошо вооружить украинскую армию. Она боеспособна, она опытна. Ресурсы людские еще есть. То, что там постоянно идет агитация, что они заканчиваются, я думаю, это дезинформация. Потенциал еще есть, нужно оружие. Оружие, которого Байден в свое время как умник не дал. А он мог закончить эту войну, если бы он бы выполнил обещанное. Ну, ты знаешь, вот смотри, там же была такая ситуация, что Байден подписал вот этот закон об ленд-лизе. Ну, и я думал, что сейчас вот оружие, оно ручейком-то потечет, как во Вторую мировую войну. То есть в Америке
Но я не знаю, мои знакомые, которые занимаются траковым бизнесом, они лично там до Нью-Йорка тащили огромное количество там Хамви и все прочее. Он говорит, ты просто не представляешь, там заезжаешь вот в этот, значит, как его, поле хранения, где-то это Техас или Аризона, где пустыня. Там, говорит, глаз, пока смотришь, все заставлено военной техникой. То есть, причем она большей частью в рабочем состоянии. Она списанная, законсервированная, часть из них воевала даже в Ираке. То есть они подлежат утилизации. А утилизация тоже очень дорогая. И им бы легче было бы от этого избавиться. Там десятки, просто огромное количество. Десятки тысяч боевой техники. А Украина получила 31 Абрамс. 31 Абрамс. Что это? Ой. О, плохой знак. Видимо, дух подошел. Да нет, это я креслом, видите, туда-сюда действую, так что это неплохой знак, это на самом деле... Ну да, но на этой неделе, вот сейчас немножко отвлечемся от этой ситуации с поставкой вооружения. Я не договорил, ленд-лиз, а Украина отказалась от ленд-лиза. Не знаю почему, но это очень, по-моему, шикарные условия. С другой стороны, у меня такие подозрения, что, так скажем... Там же нет живых денег в ленд-лизе, как бы. То есть в Украину только будет это поставляться амуниция, техника и все прочее. То есть там как бы нет вот этих, нельзя прооперировать, перегнать там и так далее. Все деньги остаются в США, да. То есть вот в этом проблема вся. Хотя эта система, я думаю, что Трамп, точнее Байден предлагал нормальную систему, но Украина сказала, что а мы сами своими силами. Зато вспомним, сколько танков, модернизированных танков Т-72 передала Польша, по-моему, 300 танков, если я не ошибаюсь, и практически оголила свои бронетанковые силы. Конечно, они быстро заключили там договоры с Южной Кореей, при посредничестве США, безусловно, и американцы поставляют Абрамсы сейчас. Правда, это старая модификация, насколько понимаю, не последняя, но они готовы для модернизации, в принципе, происходит усиление, на самом деле, польских вооруженных сил. А перейдем вот к персонажу, который отвалился на этой неделе, на предыдущей, да, там, значит, Юлия Навальная. Вы не обсуждали с Андреем, что там семья Навального выбрала 3 эскиза из больше 200? Да, там, мы это обсуждали. Ладно, тогда мы не будем сильно об этом говорить, но, в общем, я-то считаю, я смотрел, что... я понял, что у семьи Навального вкуса к искусству нет никакого. Выбранные варианты, откровенно говоря, громоздкие. Я бы даже сказал, такая мещанская 90-е годы авторитеты цыгане. Вот на самом деле, те вот варианты, они слишком такие, знаешь, как бы облизанные там и так далее. То есть, в общем-то, может быть и подходить по параметры, значит, Навального. Он же весь такой скользкий был, такой непонятный. Дело Киров Леса, дело Ефраше и так далее. То есть, когда они, там эти ФБКшники начинают рассказывать про там того же Невзлина, про какого-то Сечина и так далее. Я говорю, а чем он, собственно, Навальный от этих персонажей отличался? Меньшим... Просто не таскал никому сумки, чемоданы. Типа якобы на хорошее дело. А на самом деле получилось, что внешний аудит получился путинской системы. Бесплатный причем. От американских там этих и от донаторов. Американцы, я так понимаю, что не сильно давали, хотя давали приличные суммы. И лучше бы давали нам, представители национально-освободительных движений. Сейчас... время еще есть, как говорится, для того, чтобы промассировать с помощью американской пропаганды все там наше местное население. Бурятское для того, чтобы, так скажем, возбудить национальный патриотизм. Вот читал недавно про такого мыслителя Юлиуша Мирошевского. Интересный достаточно был исследователь, который еще в 70-х годах предсказал развал Советского Союза, предсказал рост национального самосознания среди белорусов, украинцев, других крупных
СССР. И вот, да, сейчас буду читать о нем, буду стараться переводить какие-то труды на бурятский язык, выкладывать, потому что это очень интересный человек. Ну, Стоит... да. Есть такие труды, которых мы даже на территории Российской Федерации там даже не исследователей знаем. нет. Вот Мирослав Грох, например, чешский, по Мгм. которому наш Смоленский республиканский центр работает, вы не найдете его даже на английском языке. Ну вот я говорю, то есть даже куча моментов, да, которые в том числе, например, могли бы профинансировать украинские патриоты, да, или представители украинской власти. То есть просто начать переводить, используя своих собственных Академию наук национальную. Значит, я давно предлагал при Академии наук создать бурятский исследовательский центр, который бы изучал, например, конкретно бурят. Потому что когда война началась, вдруг все, ну, то есть пропаганда украинская, контрпропаганда, на которую они имеют право, она ничего, по сути дела, не знала о бурятах. Что из себя народы представляют, как воюют и так далее. То есть парочку антропологов с 2014 года можно было подключить, которые бы давали украинской власти четкие научные, значит, данные. При этом, ну, сейчас вот все произошло, что там демонизация произошла там и так далее. То есть вот эта вот вся пропаганда навалилась на нас, на несчастных бурят. И ответка пришла в том, что буряты ожесточились. И вот есть обратная информация, там уже несколько тиктоков, это вот чисто украинские были, где вот там прямо утверждается, что если что буряты там чуть ли не богами войны стали, там, что Ну, очень сложно с ними самое, да, бороться. вот, к сожалению, вот это страшное, что бремя вот всех зверств ложится то на тувинцы, то чеченцы, то буряты. А русские же не, ну, даже в большей степени. И то еще агрессивное. Не, но я понимаю, русские уничтожали украинцев, там, начиная еще со времен, в общем-то, присоединения правобережной Я по своему Украины. опыту службы в этих самых велосипедных войсках МВД, внутренние войска МВД, сейчас это Росгвардия, да, я в Подмосковье служил, там, ну, зверье не меньше, чем то, которое где-то бучило, мародерило, потому что, ну, все вот эти вот ребята из Центрального федерального округа, понатыканные из каких-то деревень, там получили соплю на это самое, и все. Типа, я тут главный, и начинается. Своих, чужих, без разницы. Если у тебя есть хоть какой-то кусочек там власти, ты хоть какой-то там даже ефрейтор, тебя просто будут, потому что ты под ним, тебя просто будут нещадно, ожесточенно просто издеваться над тобой. Там же дивизия Дзержинского, 7 полков, Адон. И этих срочников, адонщиков, просто там день у них проходил так. Приходил ротный в расположение, в казарме выливал 5 ведер на пол воды и говорил: собирайте кителями воду, выжимайте. И все, и это вот так они вот целыми днями занимались. Они оттуда выходили в конце службы, у меня там друзья служили, просто сумасшедшими на голову, потому что там просто тебя учат одному и тому же ненавидеть себя, других, всех тебя ненавидят. И ты после этого должен чувствовать себя как: ох ты, вот я отслужил срочную службу, я мужик. Наоборот, у них крыша съезжала, они спивались, вспоминали, как их там мучили, пробивали в солнечное сплетение там печень, да что угодно там. Солдат же это самое бесправное вообще, что только может быть. Ну, ничего нового на самом деле нет. У нас такой тоже в Бурятии персонаж есть. Недавно, вчера мне звонил, там ругался. Пытался ругаться со мной, угрожал моей матери там и так далее, находясь в США. Я ему говорю: ну давай будем честными. Дай мне свой адрес там в Америке, где ты там сейчас находишься. Я туда миграционную службу пришлю, и мы тебя депортируем из США. Не дал. Ну, потому что понимает, что дорога, так скажем, заказана, да. И тоже во внутренних войсках служил, там где-то учился. В Новосибирске. А я из семьи военных, ну, нормальных военных, да, а у нас считается это типа, ну не повезло, когда ты попал во внутренние войска. Это типа милиционеры, там, полиционеры, это вообще зашквар такой, да. Ясно. А у тебя, Ибрагим, как там, как срочная служба проходила, ну, в советской армии, я так понимаю? Ну, это
начала 80-х годов. А ты в Афган не попал? Нет, я служил в Москве, охранял командный пункт Московской противовоздушной обороны. В Чертаново. Прямо в черте города. Ну, Да, я просто пытался вспомнить, есть же такая станция метро Чертаново в Москве. Подразделение такое элитное. В общем, ну, дедовщина немножко была, но это так. Кавказцев это особо не касалось, потому что мы держались дружно, особняком. Но, конечно, остальных это, в общем, касалось, издевались. Но я даже должен отметить, что под конец службы как-то оно было искоренено. Сейчас опять это появилось. Тем более в период военных действий большинство этих солдат просто боится. Вот меня здесь один польский полковник спрашивал, ну почему российские офицеры допустили то, что произошло в Буче? Неужели они не понимали, что против этого выступит мировое сообщество? Ой. Вопрос не в том, что они это допустили. Они просто не смогли этого проконтролировать. Да не, но я подозреваю, что все-таки там же, помнишь, было расследование, американцы провели, причем я так понимаю, что данные, которые получила украинская разведка, радиоперехвата, это было осуществлено на американском оборудовании. То есть они полностью записывали всю вот эту радиошум, потом расшифровывали и так далее. И там четко же, там приказы о убийстве пленных теробороновцев отдавали русские офицеры. То есть тут прямая связка. Да. Но вопрос, в общем, в том, что вот почему они дошли до этого? Вопрос, в общем. Ну, так, извините, а Чечня, что в Чечне там вот это... Во-первых, это суть вообще российской армии. Последние 500 лет практически они так и воевали. Терроризировать местное население. А это в очень уродливые формы пришло уже последние там 300 лет, особенно, в общем, война на Кавказе. По той причине, что ими прежде всего управляет страх. Практически российская армия не собиралась воевать в Украине. Они думали, что все будет как в Крыму. Придут, увидят, победят, проведут, в общем, парад, поставят своих людей и уедут. И вдруг народ начал сопротивляться, притом так яростно, что они были в ужасе. В результате это действие вот этих, сущность человеческая такая, что когда человек боится, он забывает про все. Про честь, про совесть, про все забывает. И здесь уже ими движет животные инстинкты выжить. Соответственно, еще вот эта стратегия российская, и в результате мы имеем вот эту ужасную войну. То же самое было и в Чечне. Грачев же тогда, в общем, 3 батальонами ДШБ хотел взять Грозный. Они тоже особо не планировали воевать. Они думали, что они зайдут в Грозный, все разбегутся, везде расставят посты, и все будет в порядке. Тоже хватит 3 батальонов ДШБ. А я помню, как Грачев помер, кстати. Ты помнишь, нет? Нет, как? Там дело в том, что вышло большое интервью, а я в то время как раз посматривал так краем глаза вот эти официальные там российские, там, Первый канал или Второй. И внезапно Кадыров говорит, что война в Чечне началась из-за того, что Ельцин, значит, с Грачевым вывели войска, но не вывели оружие, не вывезли. И естественно, что когда... Нет, у меня чуть-чуть другие. И он это сказал, и через 2 недели от алкоголизма Грачев умер, потому что такое пропустили на Первом канале, он посчитал, что сейчас за ним придут, и вот упился до смерти, говорят. Оружие, я откровенно скажу, было поделено. Часть оружия они вывезли и продали. Буквально продали в Карабах и в Приднестровье. Ага. И плюс еще кое-куда. То есть шла торговля. Помните вот его кличку Паша Мерседес? Так. Ему это очень понравилось. Угу. И когда они уже распродали артвооружение ГСВГ в Германии, им это очень понравилось. И они эту тему продолжили.
Точно так же они поделили все артвооружение Закавказского военного округа, Северокавказского То есть военного что-то округа. они оставили, допустим, Конечно. грузинам, значит, Да, в Армении, да. в И Азербайджане. Грузии, да, часть осталась им Мгм. по договоренности, часть они вывезли и просто продали. Ну, И себе, то есть это имеется в был виду, бизнес, что, чтобы да, наши ну, зрители понимали, о чем речь. То есть военные конкретно продавали вооружение и выручку забирали да, себе. как ты уже отмечал, ничего личного, бизнес. Мгм. В результате у Дудаева на руках оказались эти документы. Помните же, очень многие выступали тогда против вот этих военных действий против Чечни. Да, Например, да, да. тогдашний министр юстиции Калмыков Юрий Хамзетович, он как раз по национальности черкес, выступил открыто против войны и в знак протеста ушел в отставку. Были еще другие люди, которые выступали против, но они не могли уже это остановить по той причине, что у Дудаева было слишком много компроматериала. По всей вероятности, у меня данных нет, скорее всего, такая же ситуация была, наверное, и в Грузии. Вот. И, ответственно, в общем, соответственно, таких следов они оставить не могли. Это, конечно, не единственная причина, там много разного. Они не хотели, в общем, создавать прецедента. То же самое вот в Абхазии война, в общем, в Абхазии. За месяц до начала войны в Абхазии Шеварднадзе и Ельцин встретились в Дагомысе, договорились, и Ельцин дал добро на эту операцию. Это сейчас почему-то умалчивается. Не знаю почему, даже абхазы про это не вспоминают. Но Шеварднадзе начал эту операцию в Абхазии с благословения Ельцина. А перед этим они получили свою часть от вооружения Закавказского военного округа. А свою часть они вывезли и распродали. Так что Ну, здесь... то есть я понимаю, что война это вот такой способ, значит, утилизировать законно, да, что как будто бы это все вооружение, оно по документам там где-то исчезло, подвзорвалось и так далее. То есть сейчас же тоже были такие варианты, когда, ну, там вот в тылу что-то внезапно взрывалось. У нас вот в Бурятии этнической, например, все 90-е годы горели там какие-то склады с вооружением, там взрывались. Говорят, даже какая-то атомная бомба вот, имплазийного типа, по типу вот этого толстяка в Гусином озере взорвалась, потому что люди отчетливо наблюдали взрыв и гриб, понимаешь? И вполне предполагают, что там взорвалась какая-то вот ядерная бомба малой мощности, значит, ну, такого, как он, артиллерийского или там авиационного типа, да. Потому, ну, и там проводились исследования, хотя я не знаю, там наши ученые тоже, они могут различного рода данные там предоставить. Но я так предполагаю, что все вот это вот вооружение, оно было просто тупо расхищено, распродано, там что-то какое-то старое совершенно барахло, которое там детьми еще во время ВОВ там делалось, оно там все осталось, его там заминировали и взорвали, но просто там даже вот под Улан-Удэ там что-то взрывалось, да. Такое зарево стояло и грохот в 94-м году. В 90-х были различные приколы. Один белорусский военный рассказывал, как смоленские бандиты в 90-х атаковали военную часть на территории Беларуси, ну там что границы нету, и пытались отнять у них оружие. То есть до такого доходило. Но мне рассказывали, что в Бурятии можно было прийти к складам, дать бутылку водки, залезть и там гранат себе набрать, там еще чего-то. То есть этого барахла настолько много было, что... Зато тяжко было, я ж помню, я там жил маленький, есть было нечего, деньги были, а купить было нечего там в военных частях. В Гусиноозерске, да? Ты до какого года в Гусиноозерске жил, кстати? В Гусином озере, точнее. Не помню, лет 5, наверное, с 92-го. 5-6. Да, это самые хреновые годы зацепил. Да, и выходили там военные, собак вокруг всех порезали, поели, все, что было можно. А вы говорите, буряты и корейцы едят собак. Не, ели все, что можно было достать, все.
Ну, последние десятилетия мы были свидетелями многих пожаров, не только на складах В Чехии горело здесь, вот, да, поймали этих ГРУшников. Да, и не только на складах артвооружения, но еще и в тайге. По той же схеме лес вырубался, распродавался, он целиком шел в Китай, а оттуда возвращались зубочистки. Но там на самом деле хитрая ситуация была. Дело в том, что при правильном лесопроизводстве вот ты должен все полностью, вплоть до последней вот этой иголочки утилизировать, потому что во всем вот этом, ну, когда срубают дерево, там же рубят-то все, в что попало, там не оставляют какие-то маленькие деревца, короче. И вот этот весь лес заброшенный, он там валяется, начинает гнить. И вот в этом во всем начинают заводиться там вот эти всякие уничтожители дерева, там жучки-короеды, там еще всякая ерунда. Но... И это специально сжигаются. И не только. И перебрасывается это на такие леса для того, чтобы потом горельник тоже... Не только. Эшелоны уходят в Китай, а бюджет почему-то нищий. Это тоже надо как-то следы сжечь. Потому что вот при Путине, при позднем Путине сделано было так. То есть вот в 90-е годы в этом отношении там... Ну вот район, прокурор, например, там районные власти и так далее, они все в деле. Они договариваются, находят там вот этих... тех, которые сейчас можно назвать СВОшниками, всяких полукриминальный этот элемент, какие-то судимые наркоманы и так далее, делают деляну, бригаду из них. Те пилят лес, тем обычно не платят, то есть их кормят просто, они за еду работают. Может быть, какие-то деньги в конце месяца перепадают для того, чтобы, ну, как бы, они какие-нибудь кредиты закрыли или могли что-то где-то. Понятно, что эти люди, которые там постоянно в лесу делают, они делают леваки, там еще кому-то лес отгружает, себя не забывает, безусловно. Ну, на это вот так все закрывали глаза сквозь пальцы. Все это делилось, и местные верхушки, они весь доступный лес вырубили. При Путине там начались аукционы и все прочее. Это где-то вот конец 2006-2007 года началось. И оказалось, что весь лес сейчас, который в Бурятии должен рубиться, он проходит через всего несколько человек, молодых совершенно, которые связаны так или иначе с КГБ. То есть, если ты хочешь рубить, то только через них можешь получить вот эти всякие квоты и все прочее. Сделано это было еще для чего? Потому что китайцы... Рост экономики же мощный в Китае. И китаец держит справедливую цену на лес. Вот был там кризис какой-то. Внезапно с 5000 за куб уже пиленного леса, уже обработанного, брус. 5000 куб стоил. Китайцы поставили ценник 20 000. И в целый год вот вообще никто в Бурятии практически не строился, кроме тех, кто лес заготавливал. Потому что дорого. И китайцы ставили справедливую цену, и все, естественно, все это уходило в Китай. И тогда, естественно, Путин, они поняли, что они эти потоки не контролируют. Завязали полностью вот это. И под видом того, что они борются с незаконными рубками, там всяких экологов натравили и так далее. Все это передвинули на себя, на какие-то ГБшные структуры. Вот что происходило. Они просто боялись, чтобы местные царьки, так скажем, не распробовали вот преимущество Китая. Понимаешь, это такая борьба с сепаратизмом, но вот именно не национальным, да, когда люди понимают, что они же могут это все без Москвы сталкивать, и уже, видимо, мысли такие пошли, а китайская мягкая сила, она, знаешь, может на 100 лет рассчитана. Поэтому, когда мы там тоже за независимость, за суверенитет выступаем, у нас некоторые есть представители, они такие яркие синофобы. И вот есть там, значит, такие представители Свободной Сибири, там Федерация Свободной Сибири, что-то как-то там называется. И вот они там очень сильно вдруг синофобные. А я говорю, а что вы можете, какой вы конкурентный продукт можете предложить для Китая? Ну вот Новосибирск, Новосибирский академцентр, академгородок, там наука и так далее. А ничего они не могут предложить, потому что если в 90-е годы действительно это был хороший, мощный, на советских технологиях, там еще, значит, при хорошем финансировании основанный научный городок, то сейчас в Китае, извините меня, в каждых крупных городах по 50, по 100 тысяч студентов. И там оборудование все американское, и они могут привлечь любого специалиста за большие деньги, да, и уже, на российскую науку, извините меня, никто не смотрит. Вот 30 лет назад ситуация и сейчас. Это два абсолютных Китая разных. И поэтому, естественно, никто из Сибири ничего предложить, кроме вот ресурсов, не может.
А Китай, потому что он переходит в другую экономику, да, у них там активно занимается исследованием термоядерной энергетики, зеленая энергетика. К 2025 году партия постановила, что там 10 или 15% китайской электроэнергетики должны вырабатываться с помощью зеленых технологий. Так это привело к тому, что китайцы перестали, значит, захватывать степи монгольские во внутренней Монголии. Потому что под этими степями оказываются огромные залежи, метровые залежи угля. И раньше теряли просто степи, пастбища монголы, потому что китайская компания заходила там, срывала там сотни гектаров степей и добывала там открытым способом уголь. То есть вот, ну, видно, что нормальное государство, цивилизованное, как оно себя ведет. И поэтому я думаю, что даже если мы, вот Бурятия от Енисея до Амура приобретет независимость, естественно, мы тоже тем же самым будем заниматься. Экспортировать в лес Китай, от Китая получать технологии, построим высокоскоростную железную дорогу Улан-Удэ-Пекин. За 7 часов будем туда, в Пекин, добираться. Мне кажется, это один из вариантов. Да, это хорошо. Многовекторная политика, это хорошо. Самое интересное, я там где-то 2 или 3 месяца назад публиковался на Фейсбуке на английском языке небольшую там заметочку. Обнаружил я там в Смоленск, да, приезжали в Смоленский государственный университет, делегация китайская. Из коммерческой структуры зарегистрирована она ООО, общество с ограниченной ответственностью, у нее 49 видов деятельности. И она почему-то лоббировала интересы Китая по выкачиванию студентов и ученых Смоленского государственного университета. Открытым текстом рекламировала, приезжайте, устраивала там это самое мероприятие, встречалась с чиновниками. Я немного, да, думаю, я думал, что через какие-то НКО это делается, а китайцы вообще делают через ООО, через коммерческую фирму. Не, ну смотри, там ситуация такая, я немножко поясню. Дело в том, что в Китае, начиная с середины 2000-х годов, активно начали развивать университеты. Они сначала ежегодно добились увеличения притока студентов на 200 тысяч каждый год, то есть стало больше учиться. Причем учеба там часто платная, то есть там нет такой системы бесплатного высшего образования, но то есть если ты балл нормальный набрал, там матуру специальную сдаешь, да, то очень хорошо. Но для иностранных студентов они поставили еще приличную стипендию. Стипендия, она, допустим, 5 или 6 тысяч юаней, причем из них ты получаешь половину, а половина идет на твое обучение, оплату за обучение, плюс расходы на твое проживание, например. И для многих там студентов из Африки, из той же Бурятии и так далее, это был способ вообще поехать там подзаработать денег, учась. И много из Бурятии было магистров, в основном это были университеты Северного Китая, но вот у китайцев есть такая болезнь, они вот перед белокожим человеком, например, им нравится, чтобы в вузах учились вот там белокожие. И, допустим, того же американца или какого-нибудь австралийца очень сложно туда заманить в Китай. Поэтому они сейчас вот напрямую обувают, так скажем, там, Беларусь, Украину и так далее. Там много таких студентов, которые приезжают. И это для них как бы показатель, как по-польски это сказать, многообразия, что ли. Если университет набирает какие-то многообразные баллы, то он может уже где-то котироваться на каких-то международных, вот, понимаешь, площадках и запрашивать еще больше людей. Да, это чисто коммерческая на самом деле тема, поэтому вот все, кто... Не только. Да. Ну, это... с Кавказа вот я тоже предлагаю. Это распространение в первую очередь китайского языка. Мягкая сила, я говорю, на 100 лет рассчитано. Это распространение также, в общем, китайской культуры. Палочками сейчас начали есть практически даже на Кавказе, да? По всему миру, да. Поэтому это как раз распространение всего китайского, не только технологий, но и культуры тоже. Плюс вот у нас был такой факт, начали строить завод чистых полимеров. Это в радиусе 100 километров от Эльбруса. Эльбрус это традиционно здравница России в свое было, в общем, Кавказ-то всегда здравницей была. И вот
Вот в 100 километрах от Эльбруса кому-то пришла величайшая идея построить завод чистых полимеров. Полимер может быть и чистый, но производство очень грязное. Вот. Потом народ поднялся, кое-как забили, там что-то на этом проекте отмыли денег, но этот фундамент остался, надо было как-то его в общем, переквалифицировать. И вдруг появляется идея построить завод по розливу воды в Китае. Как раз вот производство в общем, бутылок. Бутылированной воды, да. Да, бутылированной воды, а воды ледников на Кавказе, в принципе, еще много. Минеральная чистой, может быть вода, да? Да, минеральная. В отличие от других регионов, если вот так в руку набрать воду и визуально посмотреть, если она чистая, ее можно пить. Сколько в мире осталось таких мест? Очень мало. Я думаю, немного. Немного. Везде микропластик. Да, и вот я как раз был как-то вовлечен. Китайцы, которые хотели этот проект начать, они поставили условия. Вместе с этим проектом должен быть туризм. А китайские малочисленные группы, мы знаем, они малым числом, там по миллиону обычно наступают. Вот. И обязательно к этому проекту был, в общем, туризм. То есть вот такой поток китайских туристов, обязательно у нас, в общем, возникнет китайская кухня, китайская культура и, конечно же, китайский язык. Но, к сожалению, местные, скажем так, адата, местная культура, она очень щепетильно относится вот к такой, в общем, экспансии. И когда китайцы почувствовали, что так просто взять Кавказ не получится, они сослались на то, что бутылированную воду они брать не хотят, хотят вагонами. Вагонами это уже, а цель-то в основном это создание новых рабочих мест. Рабочих мест, и тут уже половина. В общем, этих Но я, с другой стороны, думаю, что китайцы просто на этом проекте хотели отмыть денежки, потому что в Китае очень большое количество миллионеров вот этих подпольных, плюс там, ну, понятно, что где власть, там и коррупция. И из Китая, вот все банки китайские, там больше 100 тысяч долларов запрещено выводить личных средств. И поэтому китайцы стараются во всем мире начать заниматься производством, потому что кредит можно взять в Китае, купить все там, полностью оборудование, даже завод под ноль. Тебе сделают в Китае, ты его можешь приехать там где-нибудь в Бурятии или в Кабардино-Балкарии или под Эльбрусом собрать полностью из китайских, но при этом тебе еще дают возможность выводить эти деньги. Ну, допустим, ты должен там что-то в местности, да, купить, там фундамент залить и все прочее. А там же, ну, где коррупция, там китаец очень хорошо плавает свободно. И поэтому, естественно, что когда они поняли, что они не получат либо там в Китае кредитов, либо не оформили, ну, не одобрили им подобную программу, они это, конечно, свернули. С другой стороны, вот в Бурятии, например, да, как работает китайский туризм. Все, начиная от гида, заканчивая тем местом, в котором проживают китайские туристы, это все китайское. Так или иначе принадлежит либо китайцам с китайским гражданством, либо китайцам, которые уже натурализовались и получили русское гражданство. И естественно, когда там власти это, значит, с бубном там танцевали, ездили в Китай, там получали от китайцев подарки и все прочее в виде техники. Даже я помню такую ситуацию, что в наш научный центр приехали, значит, китайские товарищи с посольства, потому что на одну из буддийских конференций пригласили представителей Далай-ламы. Они приехали, протестовали, но зато всем раздарили по планшету. То есть, ну, представляешь, да, уровень, значит, влияния, так скажем, да? И вот когда местные власти это поняли, что они с этого-то купона-то не состригают, что не в их отели местных, значит, царьков едут китайцы, да, там по завышенным ценам. У нас отдых в Бурятии, наверное, дороже, чем отдых где-нибудь на Лазурном берегу выходит, да. И то тогда начали протестовать. А ничего не сделаешь, так русские законы работают. То есть китайцы в этом отношении все полностью соблюдают. И тогда началось там, значит, какие-то протесты начались, значит, каких-то казаков натравливать начали. У одного китайца там отжали завод, в общем, то есть ему он все дал, он всем дал, со всеми поделился. Завод построил, там какую-то трубу даже протянули и так далее. Ну, то есть
отмыл какие-то свои деньги, а ему приходит, говорит, незаконно построен завод, мы тебе не позволим там эту грязную воду, потому что он рядом расположил завод, где стоит этот Байкальский ЦКК, целлюлозо-бумажный, да, и раньше, пока Байкальский целлюлозо-бумажный комбинат работал, там вот это все, у них общая система с городом была Байкальском, вот эта вот очистная. Он перестал работать, они перестали очищать, и вот это все дерьмо, моча и все прочее, что производит город Байкальск, оно сейчас начало туда выливаться. А у него труба не какая-то скважина там пробуренная, да, а он там 100 метров от берега и прям с Байкала воду забирал. Но я был в Китае, я могу сказать, что достижение китайского государства какое. В любой точке Китая ты можешь купить воду за 1 юань, это 10 рублей тогда было, 0,5, везде. Второе, ты можешь чашку риса за 1 юань купить, и везде по всему Китаю проезд на общественном транспорте 1 юань. Ну, тем не Социализм. менее, я думаю, китайским коррупционерам можно в сторонке, в общем, покурить, когда речь идет о российской коррупции. Это да. Я помню одно такое выражение. Это да, это действительно. У нас появилось там на Кавказе, что, в общем, китайцы в ужасе сделали заявление, что они такого не видели во времена Мао Цзэдуна. Поэтому, ну, может быть, это даже, может быть, спасло, в общем, в какой-то мере очень слабенькую местную экономику, но, тем не менее, сейчас Китая на Кавказе нет практически. А мне рассказывали, что какой-то то ли город Пятигорск, то ли где-ли, там, говорит, огромная 100-тысячная какая-то ярмарка, и там огромное обилие китайцев сидит. Нет, это что-то другое? Нет. Я думаю, что китайцам там особо ловить нечего, там армяне сидят. Ага. Это Горячеводский оптовый рынок, это целая империя на Северном Кавказе, полностью все оптовая закупка всего и продуктов, и бытовых вещей делается там. Оно огромное, и практически там пытались и вьетнамцы проникнуть, и китайцы проникнуть, но я думаю, местные знать своих позиций не упустят. Кроме этого, этот рынок является еще перевалочным пунктом из Армении в Россию через Ларс. Вот этот Даряльское ущелье и вот этот знаменитый таможенный переход Ларс на сегодняшний день работает благодаря Армении. Это единственная дорога, сухопутная дорога жизни в Россию. А связи, которые были между Арменией и Россией, мы помним. И вот в этом рынке идет адаптация молодых людей, которые приезжают туда, не зная даже русского языка, в течение 2-3 лет, катая тачки с товарами по этому рынку, они изучают язык, адаптируются к местным условиям, зарабатывают какой-то стартовый капитал и едут дальше. В зависимости от своих способностей, там Краснодар, Ростов, Москва, Санкт-Петербург, некоторые в Сочи и в Абхазию тоже. Поэтому система работает, и пока что китайцам там особо ловить нечего. Но я думаю, китайцы, они все-таки перешли на электронную коммерцию, Алиэкспресс, там различные вот эти вот платформы, им так проще на самом деле. Китайцы сейчас ориентированы на Грузию. Вот этот шелковый путь. Да. Единый пояс. Они строят... Единый пояс. Есть там, в общем, такое место, Анакли, где идеальные условия для глубоководного порта. Этот порт начали строить американцы, но потом, когда появилась вот эта кремлевская мечта, китайцы отжали этот порт, и сейчас его, в общем, строят китайцы. И шикарно, вот гляжу. Анаклия в Зугдитском муниципалитете Грузия, Самогрело Верхней Сванете, возле административной границы с Абхазией расположен, близ Усть-Ингури. Вот как раз именно фото красивейшее просто. Вот этот путь, вот этот шелковый путь через Красноводск, скорее всего, там уже и Казахстан имеет свои интересы, там целые эшелоны прямо на ходу заезжают в эти паромы, переезжают через Баку, а дальше уже до Анаклия, в принципе, недалеко. Вот такой этот путь экономический сейчас наметился, поэтому Китай сосредоточен туда.
И думаю, это будет очень серьезно. Дальше уже через Черное море, уже в Европу, в Азию, в Африку. В общем, очень интересно все. Да, ну, в общем, так интересно мы перешли к варианту с взаимодействия, так скажем, с Китаем. Ну, то есть, а я с другой стороны думаю, ну вот у USAID, там ЦРУ, там различные администрации нас не замечают, да? А может, китайцы Давайте заметят? сходим здесь в посольство на мероприятие в китайское, познакомимся с Так, людьми, визитки возьмем, почему нет? Главное, чтобы нас там не арестовали и не вывезли по А частям. церемонию чаепития китайского, Ну, вы что-нибудь знаете об этом? э, Я один раз принимал участие, мои ноги не выдержали. Там надо сидеть долго и нудно и смотреть, как по мазкам замешивают китайский чай. а, Это не так просто. ну да, но лучше, я больше, так скажем, склонен к северокитайской традиции, где там в основном-то не чаевничают, а употребляют крепкие алкогольные напитки, вплоть до спирта, и поедают огромное количество жареного мяса. Причем там, кстати, в Северном Китае, ну, любят свинину, но там, сказать, очень много вот действительно нормального мяса, говядина там, конина, верблюжатина встречается и так далее. Так, ну давайте по чуть-чуть каждый по, так скажем, подведет итоги, да, вот как эта неделя закончилась. Ну, по мне так, ну, все идет своим чередом. Да какие-то есть там события. Ну, это лично у меня там озаренок про меня я обнаружил, что-то написал белорусский пропагандист. Да, я тоже читал там это, но вдруг- я подумал, что вы с Андреем уже обсудили Ну этот да, мы вариант. обсудили. Но вдруг внезапно основной пропагандист белорусского, значит, батьки этого, вдруг целых несколько постов Да, да. выгодил, значит, Я, про да, я не Владислава думал, Жидицу. что он такой этот самый колхозник, там такой, ну, просто такой язык, типа, вы там в Вене были, бухали и блевали, а потом снова блевали и бухали. Такое ощущение, что Озаренок завидует, что ли, что мы там делали что-то. Ну, в доме, знаете, там с домом Габсбургов, ну, это не то место, где нужно прийти бухать и блевать. То есть это либо его фантазии какие-то, что он бы сам там делал в Вене, я не знаю. Я передаю ему привет и что скоро его жизнь закончится. Я ему желаю. Ну, у нас эта неделя обозначена тем, что идут очередные попытки заселения Черкесии, массовое, притом под сертификаты. Ну, там очень много пустых сельскохозяйственных территорий. Вот. И не знаю. А это чем обусловлено? Тем, что вот эта путинская политика, они же в последнее время начали, вот в Бурятии то же самое. Раньше там еще с советского времени как бы по инерции там засеивали даже вот районы вечной мерзлоты. При позднем Путине, начиная с 2008-2009 года, это перестало датироваться. В итоге остались только те хозяйства, которые выращивают зерно как корм для скота. То есть не чисто вот хозяйства, которые выращивают пшеницу, например, а которые, ну, для скота, например. И вот те, кто вовремя сориентировался и создал что-то типа агрохолдинга, вот те выживают еще. А вот простые обыкновенные фермерские хозяйства, их там переводили на какие-то странные системы налогообложения, они многие вообще, ну, действительно прекратили, потому что некому передавать. Там поколение, вот, рожденное в 60-е, 70-е годы, оно уже постарело, той частью умер, и там действительно вот в Бурятии много сел вот таких уже полузаброшенных, так скажем, где одни пенсионеры живут. И никто там сельским хозяйством не занимается. Причем даже в селах перестали сеять картошку на приусадебных участках. Вот до того дошло. Это сейчас, минутку. Был такой случай, это было в 18 веке в Российской империи. По губерниям были такие феномены, как анахронизм, анахрония. Люди вообще даже не мылись, ничего не делали, останавливалось все как будто во времени. Ждали там какого-нибудь конца света, не сажали картошку, вот как раз таки, вообще ничего не делали, даже не стриглись, не чесались.
Ну, это такой- время было упадка или что это? Это социокультурный феномен в ответ на изменения экономических и социальных. Мгм, понятно. сдвигов. А на То есть- Кавказе основная У причина? нас ситуация кардинально противоположная. У нас нет заброшенных сел. Наоборот, все перенаселено. На, вот эти почему хозяйства-то не работают? Обанкрочены? Сознательно? Все земля в собственности у олигархата. Местного. Не только местного, но еще и всякого рода варягов с Москвы, с Ростова, с Краснодара. Тысячами гектаров вокруг вот этих небольших сел, например, в Краснодарском крае. В общем, знаете, вот эти космические аппараты летают, поливают пшеницу вокруг села, а село никакого отношения ни к пшенице, ни к земле и ни к этим аппаратам не имеют. Ну, то есть произошел захват вот этими агрохолдингами Да, местных за земель. штурвалами сидят даже не местные, а гастробайтеры. И вот сейчас местное население, оно осталось ни при чем. Я думаю, что власть серьезно готовится к референдуму, потому что призрак развала империи все-таки уже начал витать. Как в свое время Да. говорили большевики. Ну, в общем, боритесь и поборете. Один известный поэт сказал. Ладно, благодарим вас за участие в моей передаче. Скидывайте донаты Зуртану на все Да, там кошельки его. репост и донат Крипту приветствуется. скидывайте. Мы будем собирать здесь в Польше бурятские дроны. Бурятская научная мысль будет торжествовать. Да хотя бы отверточная сборка вот этих китайских Сделаем дронов, все отверточные, нормально да, пойдет. Чем больше вы вложитесь, тем больше дронов мы насобираем, и поляки будут их использовать, бомбить Калининград. Не, ну, кстати, сейчас я читал в какой-то польском, значит, издании, что Польша серьезные действия предпринимает по производству дронов для собственной армии, для собственных нужд. Разработки такие. Да. Они даже создали отдельную армию по шаблону Украины. Это была отдельная, это как вид. Ну, не армию, а, Ну, я да, так вид, получается, род направление. войска, Да, род войск, войск. да, создали как по шаблону украинскому. Ладно, благодарим за внимание нашу аудиторию. Сейчас я немножко остаюсь еще в эфире у наших слушателей в Ютубе. Сейчас мы здесь завершим. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся традиционным способом. Так, сейчас что такое? Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Сим мы победим. Всем пока и до новых встреч. Донат, репост.